администрации города Якутска о предоставлении Романовой Елене Пантелеймоновне жилого помещения по решению суда отменено. Сегодня уже в суде решается вопрос о выселении Лены Романовой из квартиры. По закону все верно. Еще в 2009 году Лена Пантелеймоновна должна была получить новое жилье взамен аварийного. Но, послушав совета своего адвоката, она взяла денежную компенсацию чуть больше миллиона, из которых 200 тысяч отдала ему. Оставшихся денег на квартиру не хватило. Сейчас женщина осталась ни с чем и пытается добиться хоть какого-то жилья. Больше вообще некуда идти. Так и говорит, я к замначальнику ходила. И она также и говорит, нет для вас жилья. Дом Лены Пантелеймоновны должны в ближайшее время снести. Департамент по жилищным отношениям придерживается позиции, что обязательства были выполнены еще в 2009 году. Но администрация готова пойти навстречу. Администрация готова предоставить ей жилое помещение для временного размещения. Мэрия предлагала временное жилье в Тулагино, но пенсионерка отказалась жить на таком расстоянии от места работы. К тому же с печным отоплением пожилой женщине будет трудно. Как с печным отоплением? Я сейчас зимой как я буду разогревать этот дом? Пенсионерка даже обращалась к уполномоченному по правам человека, но прокуратура по обращению омбудсмена прекратила проверку по данному факту, еще не успев ее начать. Законодательство у нас не предусматривает предоставление жилья взамен аварийного гражданам, которые ранее получали компенсацию за такое жилье. По словам юристов, дело Лены Пантелеймоновны достаточно сложное, но имеет некоторые нюансы. К примеру, если другого жилья в 2009 году у нее не было, то денежную компенсацию можно было обжаловать. Так как ей не было предоставлено именно жилье, а были предоставлены денежные средства взамен жилого, но у нее нет другого имущества и не было другого имущества, здесь считаем, что должно быть тщательное судебное разбирательство по данному вопросу. Сейчас решения суда еще не было. Женщина живет пока еще в своей квартире. Следующие слушания состоятся 29 февраля. И, вероятнее всего, если окружная администрация выиграет дело, то женщина все-таки окажется на улице. Хотя 40-я статья Конституции гласит, что каждый гражданин России имеет право на жилище, и никто не может быть произвольно его лишен. Ульян Бояркин, Роберт Набиев, Денис Попов. Вести, Якутск.